Все, доброе утро. Вставать, ехать, время 9 доходит. Долго спал, досыпы все накопившиеся были. Не, встать сразу не получилось, еще часа два поспал. Сейчас уже почти полдень. Все, собрался, сейчас поеду до перевала чуть-чуть. Подняться и все, и будет спуск. Ну все, выехал на дорожку. Ну все, вон там перевал уже. Вон, нифига тут туристов ходит.
Взял бананчик на обед. Чтоб время это не терять. До хуя 66 километров. Сегодня я успею, веломагазин нет, не знаю. Ух ты, туннелька. Коротенький. Люблю я туннели. Они меня сразу возвращают в горы Средней Азии или Кавказа. Там ностальгия такая. Вот сейчас ветер не мешает. Я спокойно могу 25 до 30 спокойно держать, без проблем. А там же за хребтом со встречным ветром мне до 20 тяжело было разогнаться. Не то что до 26, 25. Отлично, едем, значит, едем. Не стоим. Вот хорошие листья, обалденные. Как раз на нас класть прям. Глянцевые такие, приятные. Вот этот возьму. Ну вот еще одна туннелька. Эти вот столбы периодически такие стоят. Что-то понять не могу. Это индикатор уровня воды во время паводков, что ли, здесь. Нормально тут вода тогда поднимается. Нет, до Ханоя однозначно не доеду. Уже с каждым километром все хуже и хуже цепляет. Цепь просто проскакивает. Оп. Уже даже при слабой нагрузке слетает. Все, сейчас до города чуть-чуть осталось. Еще километров 5. Уже забил точки веломагазинов, проедусь, посмотрю, что как. Сегодня же воскресенье. Вот я опять попал.
Работают ли магазины сегодня? Велото. Ладно, сейчас посмотрим. Так неуверенно здесь водят некоторые вообще. Женщины особенно, они вообще правил не знают как будто. Походу и не знают реально. Так неуверенно. Я думаю, они вообще рождены на мопеде. Да нифига. Давай, давай, езжай. Ну вот, первый магазин, сейчас посмотрим, что здесь есть. Какой-то джет, один из самых лучших, я посмотрел в этом. Так, сейчас посмотрим, looking. Что у вас есть? О, кассетки есть, что мне надо как раз. Ну вот, короче, посмотрел тут, кассета нашлась, а системы нет. Вот это есть, только она продается, короче, в сборе, в комплекте. 5 миллионов все стоит. Но мне это все нафиг не надо. Короче, поеду в другой магазин. Печально. Как всегда, чего-нибудь не хватает, короче. Ну окей. Okay. Goodbye. Thank you. Yeah, we'll come. Okay. Huh? No. А. Okay. Ой, что-то я заманался, уже проехал, сколько сейчас, 80 километров, я другой еще искать. Дай бог, чтобы все работало. Так, нашел еще магазинов пару. Только здесь вряд ли что-то есть, я сомневаюсь. Понятно, что ничего нет. Здесь тоже. Здесь тоже. Да. Не-а. Голяк вообще. Не судьба, в общем. Остальные магазины тупо на продажу дешевых велосипедов рассчитаны. Не говоря уж там о запчастях. Вот. Еще колесо заднее проколол опять. Сейчас буду клеить. Я прям подустал. Такие дырки. Получилось не с внешней, с внутренней стороны камеры. Мифически как-то. Непонятно. Я еще, кстати, с собой муравьев привез.
Жили они себе, жили на перевале спокойно, в тишине. И я их в такой кипиш привез, и они, наверное, вообще в шоке. Куда попали, думают. Ого, здесь классно как. Какие-то старые стены, старая крепость, старый город какой-то. Зоты здесь. Здорово, тут целый прям город-крепость. Капец у меня. Офигеть, у меня уже ехать невозможно почти. Блин, хотелось бы остаться в этом городе даже, посмотреть лучше, чем в каком-то Дананге. Я бы даже заселился в хостел бы, на день остался бы, посмотрел, информацию бы почитал. Да скажут мне, что ты до хера в хостелах останавливаешься. Экспертов у меня больно много стало в комментаторах, блин. Все умники за умники. Так непривычно видеть рисовые поля и многоэтажки. Уже темнеет, заехал покушать. Все, как раз рендерю серию. Ночевку буду в темноте искать сегодня. Вымотался что-то отсюда. Ну все, отрендерил. Теперь можно ехать дальше. Все, команд. Поеду дальше. Вот. Предложили мне здесь переночевать, но я-то палатку как в бетон поставлю. Вот. И поеду дальше, что-нибудь посмотрю. Видео отрендерил, серию загрузить не получилось. Скорость маленькая вообще. Снова в темноту. Сейчас в той кафешке, где сидел, они мне в дорогу дали еще хлеба и арахиса. Прям как будто знали, что нужно чувашскому путешественнику. Хлеба и арахиса. Ну и зрелищ. Ну так, конечно, в меру. Еду в ночь. В общем, решил чуть-чуть проехать. Сейчас 90 километров на спидометре, на счетчике. Еще поезжу, благо пока есть. Ветра нет. Дорога свободная. Но это второстепенка. По второстепенке поеду. Вот так вот. До ближайшего города, где есть веломагазины, еще километров 70 примерно. Ну, завтра там буду. Ночью здорово ездить. Я прям вспоминаю те времена казахские, когда я ехал на Усть-Каменогорск с Талдыкургана. Когда я ездил ночами, потому что днем просто был невыносимый встречный ветер, который просто не давал ехать буквально. То есть ехал со скоростью не выше 10 км в час. Ну, то есть бесполезно просто тягаться, силы тратить. И я ездил ночами. Кто помнит мои посты? Жалко, я тогда вот, конечно, видео не снимал. Я так думаю, вот было бы так здорово вот это, те места увидеть. Здесь что Вьетнам? Тут ничего интересного. В плане природы, как бы, ну, многие здесь были, кто там, туристы, кто ездит отдыхать. А вот именно вот казахские степи, там сибирские леса заснять, это не каждый увидит. Этого на самом деле здорово. Где такие экстремальные условия.
Зимняя степь, блин. Да чё уж сейчас вспоминать. Ладно, едем дальше. Именно ночью осознаешь, я осознаю, как я люблю дорогу, когда никто не мешает, никто не отвлекает, ни ветер, только ты и дорога. Но я так думаю, что можно всю жизнь так ездить, задумываешься. Сейчас мне 25 лет, но суть не в возрасте даже, суть не в возрасте. Я просто к тому, что в жизни надо много попробовать. С дорогой я знаком уже с 18 лет, как закончил школу. В дороге я вырос. Дорога — это моя родная стихия. И вот когда у меня спрашивают, самый такой нелепый вопрос обывателя: а тебе не страшно? Это то же самое, что я буду задавать вопрос: вот вам не страшно дома сидеть? Вот у себя в квартире, там в доме. Вы же все там знаете в своем доме. Каждый угол знаете, что там нечего бояться. То же самое с дорогой у меня. Я все знаю, все свои, как сказать, нотки души. И в дороге что может случиться, все это понимаешь, осознаешь. И мне не страшно, потому что это мой дом. И я люблю свой дом. И осознаю, какой маршрут я сделал. По масштабам просто. Смотрю на карту иногда. Просто сейчас не осознаю. А вот иногда редко приходит осознание этого. Редко. Все теряется в этой бытовухе дорожной, своей дорожной бытовухе, о которой многие мечтают, но столкнувшись в реале, многие от этого отходят, потому что тяжело это. Не сколько физически, сколько психологически. Но это, конечно, в начале. Потом, если человек реально хочет заниматься путешествиями, такими как я, кочевьем, то человек преодолеет все трудности, все психологические трудности и будет наслаждаться плодами. Вот так вот. Ну все, короче, нашел место в посадке среди полей рисовых. Все, спать, отдыхать. Сегодня сейчас по темну 30 километров проехал, нормально. Спать. Все, доброе утро. Время 7 утра ровно. Хорошо поспал. Едем дальше.
Белые пески. Вон буйволы гуляют. Еще что-то здесь возделывают. Люди умудряются в этих песках. Оп, так, надо бананчиков взять. Синтяо! На утро надо бананчиков взять. Так, а бауню? Бауню, стен. Бауню тен. 10.000. Сколько это? Сколько? Ну, мынян, сколько на пальцах? Мынян. Bây giờ bé На пальцах. 10.000. Сколько на пальцах? А вот это сколько мыян? 10.000. Ну не понимает, что на пальцах надо. Сколько тен? Вот это вот. Сколько? 10.000 đó, 10.000. 10? Ага, все, понятно, 10. Капец, у меня тут патронтаж затарили. Ладно, ничего, нормально. $582. Совсем чуть-чуть до Ханоя осталось. Я всегда измеряю расстояние почему-то от Чебоксар до Москвы. 650 километров. Если меньше 600, короче, то это вообще фигня. Ну, как-то так меня почему-то повелось. У нас в Чувашии так. Все ж в Москву. Чего ты, малыш? Свои-то. Свои все дома, скажи, да? Ну, защитник какой. Оу. Так, первый магазин. Ну, я уже вижу, что здесь ни хера ничего нет. Жалко. Нет. Синтяо. Xin chào. Так, что здесь? Mua lip à? А? Mua lip. Да, я смотрю. Смотрю, что тут есть. Какие-то Shimano какой-то версии непонятный. Опа, кассетки здесь. О. Шунфенг какие-то кассетки. Да голяк здесь, короче, ничего нет. Mua cái chi? Она. Как будто я не вижу велосипед. Спасибо. Мне велосипед не нужен. Если бы он мне был нужен, я бы сразу к нему подошел бы. Какие удивительные иногда продавцы здесь. Ну да, короче. Вот. Ничего я в этом городе, наверное, не найду. Нету здесь, короче, ничего. Еду дальше. Сейчас встану на привал
небольшой. Хорошо, когда начинаешь день рано утром. Очень продуктивное утро всегда. Сейчас время только 10, а я уже 50 километров проехал. По сути, пол нормы уже есть. Сейчас надо еще серию загрузить. Опа! Где колеса потерял, старичок? Все, нашел хорошее место, вроде спокойное, темное, от дневного солнца как раз. Там гружу серию. Лапшички он взял. Гам здесь нету, риса. Тяжело иногда рис бывает найти. Еду дальше. Даже и не знаю, что делать. Ход все хуже и хуже идет. А ближайших веломагазинов не намечается. Я посмотрел. По крайней мере, в Google Maps я их не нашел. Вот. Сам страдаю из-за своего же нераздолбайства, как это назвать. Я люблю все до последнего использовать. Также вот и с ходовой частью. Я как бы до последнего тяну, и вот как раз в такую западню попал. Но ничего, так веселее, зато не скучно. О. Вот город Дахой. В Google картах здесь ничего не показывает, ни одного веломагазина. Но город не маленький. Я думаю, здесь должен быть магазин, мастерская. Какие-то велосипеды. Но тоже здесь вряд ли что-то есть. Не, нет здесь ничего. Спросил, где ремонт велосипедов, куда-то меня ткнул. Ну как пинг-понг, короче, как шарик меня сейчас будут туда-сюда кидать. Но надо решить эту проблему. Надо найти комплектующие. Так нельзя ездить. Не то, что нельзя, это нервов столько нужно. Ничего нет, короче. Еду дальше. Или я не нашел просто. Вряд ли здесь есть такие магазины. Как же хорошо было в последние дни. Тучки были, солнце не мешало. Сегодня небо чистое, солнце печет. Ну, не так, как на югах, конечно, не так, как в Камбодже, да и в Таиланде. Ветер все равно свежий. Это капец вообще. Главное разогнаться здесь. Когда разгонишься, нормально держишь скорость. Фу, сейчас заехал кофейку попить. Надо напиться вьетнамским кофе, а потом где я его попью-то? Жара капец что-то. Приходится каждый день стираться. Если надо будет на заправку заехать, душ принять.
Как я соскучился по таким просторам. Как степь. Все, Душманского здесь принял, короче. Хорошо, свежо. Сейчас уже надо закругляться и искать ночевку. О, сегодня почти ничего не ел нормально. Сейчас надо поужинать хоть. И на ночевку. Ох, наелся. Двойную порцию риса мне там дали. Все, искать ночлег. Там какой-то лес, смотрю, впереди. А, и здесь есть уже. Надо где-нибудь заворот-поворот посмотреть. От ворот. Здесь кладбище большое. Здесь кладбище не воспринимаешь как кладбище. Как не знаю, какие-то... Даже не знаю, как объяснить. Короче, как какие-то статуи воспринимаешь, произведения искусства. Вот. Оп. Так, посмотрим. Вроде хорошие места здесь. Опа. Сейчас буду всех пауков тут собирать. Куда-нибудь туда проскользну. Хорошо, долго не пришлось хоть место искать. Ну все. Палатку поставил. Можно и отдыхать. День еще один прошел. Впереди еще, может быть, пару таких нервных дней. Не нервных, мне, конечно, пофиг. Ехать как бы можно. В полоборота, конечно. На полную мощь не получается ехать. Но благо еще ветер не мешает. Гор нет. Можно катить. А там, дай бог, найду что-нибудь, какой-нибудь магазин. Ну вот это урок. И вам, друзья. У меня-то таких уроков уже ой-ой было. Всегда надо все вовремя делать. А я как-то тяну, стараюсь побольше. Потом. Надо все делать сразу и сейчас. Не надо откладывать. Спать.